Партнер и друг Таджикистана оказался в острой критической ситуации. Новость, которая за пару часов облетела весь мир. И о событиях в мире. Серия взрывов прогремела в Иране. Атаки подверглись объекты военной инфраструктуры сразу в нескольких городах. Иранские СМИ сообщают о сильном взрыве склада боеприпасов в центральной иранской провинции Исфахан. Склад принадлежит Министерству обороны Ирана. Агентство ИРНА уточняет, что взрыв произошел вечером в субботу на военно-промышленном комплексе и дополняет, что он был инициирован атакой малых беспилотников. Власти страны отрицают, что атака дронов привела к ощутимому ущербу. Они заявили о безуспешной атаке с применением беспилотников, один из которых был сбит, а два других попали в оборонительные ловушки, причинив лишь незначительное повреждение крыши мастерской. Небольшими беспилотниками была предпринята неудачная атака на промышленный комплекс Министерства обороны и, к счастью, с учетом принятых мер противовоздушной обороны удар был нанесен только одним из них, говорится в сообщении ИРНА в соцсети со ссылкой на Министерство обороны страны. Издание «Аль-Арабия» сообщает, что взрыв произошел в городе Решт в иранской провинции Гилян, а также в столице страны Тегеране, однако власти не подтверждают эти сообщения. Издания со ссылкой на неназванные источники сообщают, что субботние атаки – это часть спецоперации Израиля по борьбе с терроризмом. Как вы относитесь к такой ситуации? Многочисленные ближневосточные медиаисточники в ночь на 29 января 2023 года сообщают, что Израиль начал военную операцию против Ирана, но пока израильское правительство или военные ничего официально не объявили. Между тем, социальные сети пестрят сообщениями о взрывах в разных городах Ирана, воздушных тревогах, повстанцах, полетах самолетов. Также есть сообщения о взрывах на военной базе в Иране, о которой мы говорили ранее. Однако подробных сведений о событиях, которые разворачиваются в стране, пока нет, ведь Иран достаточно закрытая страна. А за многочисленными ударами по иранским стратегическим объектам, по всей видимости, стоит Израиль. Как сообщает телеканал «Аль-Арабия», целью Израиля может быть уничтожение иранской военной промышленности. Подобного мнения придерживаются аналитики и журналисты, поддерживающие официальный Тегеран. Ожидания указывают на то, что за атаками стоит Израиль, пишет в своем твиттер журналист Малик Аль-Руки. Ни одна страна или организация не взяла на себя ответственность за атаку объектов иранской военной инфраструктуры. Известный американский журналист Дэвид Фрум предположил, что за атакой могут стоять несколько стран. Серьезно, ни одна страна, работающая самостоятельно, не решилась бы на такой удар. Кто бы ни был острием копья, это мировая коалиция, которая действует, чтобы помешать Ирану поставлять России оружие жестокости и геноцида. День памяти жертв Холокоста для этого подходит, говорит он. Как вы относитесь ко всей этой ситуации? Как вы думаете, стоит ли переживать? Ведь действительно Афганистан, теперь еще Иран. Будет ли эта ситуация продолжаться или она утихнет? Свое мнение напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.